Проблема детского и молодежного отдыха в Абхазии ввиду отсутствия системы становится чрезвычайно актуальной. Рабочая группа Общественной палаты предлагает правительству и Народному собранию разработать концепцию детского и молодежного отдыха в Абхазии. С этой целью группа выработала конкретные предложения, которые могли бы лечь в основу программы для 2018 года. Детский и молодежный отдых сегодня в Абхазии – это очень важная составляющая нашего развития. Мы, работая вот с Аидой в Сухумском доме юношества, видим просто, насколько это востребовано. Сколько сегодня детей нуждаются вот в этом отдыхе. Ну, мы говорим не только об отдыхе, да? Мы говорим о развитии, потому что это качественное детство или качественное время, которое вы можете проводить в разных уголках Абхазии. Программа детского и молодежного отдыха могла бы быть отражена в разрабатываемых в настоящее время законе об образовании и законе о здравоохранении. В ней, по словам членов Общественной палаты, должны сочетаться традиционные инноваторские формы и методы детского и молодежного отдыха с целью формирования у молодых людей нравственной потребности приносить пользу обществу. В настоящее время в Абхазии функционирует несколько типов постоянно действующих объектов летнего отдыха. Палаточные детские молодежные лагеря Сухумского дома юношества в Ауадхаре, палаточные лагеря Комитета по молодежной политике. И уже третий сезон Рицинский реликтовый национальный парк организует лагерь детского отдыха на базе своих коттеджей. Кроме того, в нескольких школах Сухума организованы летние площадки, которые дети посещают определенное количество часов. Есть лагеря профсоюза в Абхазии на базе пансионата «Энергетик» в Гагре. Участники встречи выразили мнение, что в существующих условиях особенно актуальны были бы профильные лагеря и профильные смены в период летних каникул. Лагеря для одаренных детей, эколого-оздоровительные лагеря, историко-этнографические, археологические, туристические и другие. Сегодня в этом году 50 детей, работающих наших, и 50 из Чеченской Республики находятся на базе школы-интернат имени Басаева. Вчера было открытие на 14 дней. Дело в том, что есть такое понятие, как прецедентное право. Но почему-то Фонд социального страхования и раньше проводил этот лагерь, но профсоюзы участвуют. Мы сейчас спорим с профсоюзом. Профсоюзы тоже принимают участие. То есть 30% проплачивает профсоюз, а 70% Фонд социального страхования. Не менее важным аспектом подобного рода системы отдыха является подготовка педагогических команд. В них могли бы работать студенты не только педагогического, но и других факультетов АГУ. Подготовка материально-технической базы объектов для детского и молодежного отдыха – важнейшая часть в организации всей работы в целом. Потому на встрече прозвучало мнение о целесообразности включения соответствующей статьи расходов в государственный бюджет страны.